Зайсанскую котловину с юга обрамляют горные хребты Саур и Манрак. На южных склонах Манрака берут начало многие реки и речушки. Они дружно устремляются к озеру Зайсан. Одна из них – Тайжузген. Так названо и урочище, где с 1968 года действует Тарбагатайский государственный зоологический заказник площадью 240 тысяч гектар. Простиравшийся первоначально от южного побережья озера Зайсан до хребта Тарбагатайский, ныне он занимает большую часть хребта Манрак с высшей отметкой горой Шарбас. На юге в территорию заказника частично входит высокогорная Челектинская долина. Основное предназначение заказника – охрана редких видов животных, обитающих на его территории. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красную книгу Казахстана. Это прежде всего дикий баран – архар казахстанского подвида. Здесь расположена юго-восточная граница его ареала. Общая численность архаров в Восточном Казахстане – 600-700 голов. Но особенно много здесь птиц. Из-за безбрежного птичьего обилия ученые даже предлагали заказник назвать орнитологическим. Из редких видов пернатых, их 10 в Восточном Казахстане, занесенных в Красную книгу, в заказнике обитают сокол-балабан, филин, черный аист. Сокол-балабан – большая хищная птица. Прирученные соколы используются в охоте на пернатую дичь. Соколиная охота до сих пор очень популярна в арабских странах, где в дикой природе, собственно, балабан давно уничтожен. В Казахстане сохранилась одна из немногих популяций этой редкой птицы. Филин – самая крупная из отряда сов. Черный аист – скрытная птица, немногочисленна, гнездится в нишах скалистых обрывов, в горных ущельях, в тайге на деревьях, кормится по берегам рек. Птенцы черного аиста покрыты белым пухом. Они довольно разговорчивы. А вот взрослые птицы молчаливы, в отличие от нелюдимого белого аиста, который у нас не обитает. В Тарбагатайском заказнике нам удалось наблюдать несколько пар аистов, которые гнездятся в нишах скалистых речных обрывов. Питаются они насекомыми, червями, амфибиями, мелкими пресмыкающимися и млекопитающими. Типичны для Зайсанской котловины и степные виды птиц. Полевой конек, лунь степной, неутомимо парит над степными просторами в поисках добычи мелких грызунов, полевок, мышей. Пестрый каменный дрозд гнездится на склонах гор среди камней и скал. Чибис облюбовал для своего жития-бытия просторные луга с открытыми местами для обзора. При приближении чужого беспокоится, суетится, охраняя домашний очаг. Ковыльный холм волнуясь серебрится, и там, над ним развесив зеркала, журчит взахлеб полуденная птица, таинственно мерцая в два крыла. То жаворонок в знойном поднебесье не устает с собой напоминать, что песне нужен свет, чтоб сбыться песней, а свету песня, чтобы светом стать. В лагах на южных склонах гор обилие характерных для степной зоны растений. Это змееголовник паникающий. Гвоздика. Большая компания острогалов, среди которых доминирует острогал желтый. Шиповник колючейший. Его плоды рекордсмены по содержанию врачующего витамина С. Эфедра или хвойник – ценное лекарственное сырье, древнейший представитель флоры. А среди буйства цветов и трав
сосуществует потаенная, малозаметная на первый взгляд жизнь мелких существ, насекомых. Сколько неизведанного и любопытного в этом микромире. Из прямокрылых то и дело встречаются уже знакомые нам кузнечик онкотонус, обыкновенный зеленый кузнечик, кобылка четырехполосная. А как хороши жуки! Усач, листоед, бронзовка золотистая. Даже хищный коварный богомол, эмпуза рогокрылая, пластичен и обаятелен. Клопы-водомерки, хорошо знакомые с детства, тоже хищники. Порхают бабочки-пеструшки. Лениво и важно передвигаются гусеницы-шелкопрядки. Тихие вечера в призаисанье неповторимо озвучивает несмолкаемый звон цикад, экзотических жителей пустынь. В дрожащем предрассветном занебесье еще не в силах сумрак превозмочь. Застыли два прозрачных равновесия, две равнополных чаши, день и ночь. Поймешь ли ты, как прочны сочетания всего со всем, как неизбывна связь тебя и звезд, души и мироздания, и той листвы, что падает кружась?